Добрый день. Еще раз, уважаемые коллеги, хочу всех вас поздравить с соответствующими новыми назначениями, пожелать удачи. И прежде всего я хочу также сказать спасибо членам правительства, которые много лет работали. Собственно говоря, мы были частью этого правительства, и от всей души пожелать им удачи и применения своих способностей на других соответствующих важных позициях. Также хочу, чтобы мы точно думали о том, как оправдать доверие президента, наших людей на всех этапах нашей работы. И в непростых даже условиях, которые были, нам пришлось столкнуться с очень большими вызовами. Главное, как сказал президент, что сегодня была создана и прежними членами правительства устойчивая макроэкономическая ситуация для дальнейшего развития. Я надеюсь, что мы будем опираться в своей работе на эту ситуацию. И хотел бы коротко сказать о основных направлениях нашей работы. Но первое, это мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании. Это демография, это соответственно, поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование, все то, что называется повышением уровня жизни наших людей. Я думаю, что это наша самая главная задача, этого от нас ожидают. Второе, это, без сомнения, мы должны добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а тем более результатов в социальной сфере. Для этого, считаю, первоначально необходимо добиться серьезных изменений, климата, если хотите, изменений в предпринимательстве, и запустить новый инвестиционный цикл. Я, кстати, подробно об этом говорил, выступая в Государственной Думе. Это очень активно обсуждается и деловым сообществом. Ну и третье, это, конечно, нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя. И надеюсь, что это будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране. Я хотел бы, чтобы вы, уважаемые члены правительства, именно этим руководствовались в принятии всех необходимых решений и не забывали, что все члены правительства несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития и национальных проектов. Ну, я обозначил общие приоритеты. В ближайшее время нам необходимо внести поправки в федеральный бюджет, которые касаются всех социальных выплат, о которых говорил президент в послании. Я прошу этим заняться незамедлительно. Мы, в принципе, все это обсудили, и сегодня на правительстве поговорим об этом. Я считаю, что люди должны получить быстро свои деньги, средства, те, что причитаются в соответствии с теми положениями послания, которые были озвучены. Ну и еще одно. Сейчас во время определенных организационных изменений важно сохранить слаженно работу аппарата правительства, министерств и ведомств. Я просил бы всех вас принять в этом активное участие. Без сомнения, встретиться с теми, кто работал до вас, я имею в виду тех, кто вновь назначены, все обсудить и очень по-человечески сделать мягким переход к системе управления новых руководителей. Я уверен, что вы все профессионалы с этим справитесь. И важно, чтобы этот переходный период не отразился на темпах работы правительства. Ну и еще я хочу сказать буквально два слова о министре финансов сегодня Антоне Геннадьевиче Силуанове, с которым работал много лет. Антон был руководителем, соответственно, который курировал в том числе и Федеральную налоговую службу. За эти много лет мы совместно очень много сделали, и те успехи, которые были у ведомств Минфина, у Минфина в принципе, это его огромная заслуга, и хотел бы от всей души его поблагодарить за это. И сегодня перед Минфином стоят очень обширные, серьезные задачи, колоссальные задачи. Ну, скажу, например, что мы сегодня, соответственно, указ подписан президента о передаче, значит, в Минфин Росимущества Российской Федерации и многие другие элементы, которые дадут возможность Министерству финансов работать эффективно над укреплением материальной базы и макроэкономической стабильности. Также я хотел бы еще поблагодарить от всей души теперь уже первого заместителя председателя правительства Андрея Ремовича Белоусова, с кем мы много-много лет проработали, еще со времен Министерства экономического развития и торговли.
Он занимался всегда вопросами экономики, курировал вопросы, в том числе и связанные с Федеральной налоговой службой, и поблагодарить за то, что он принял это предложение, ну и пожелать нам всем удачи. И, конечно, еще раз поздравить вас, уважаемые члены правительства, с назначением.